оказывать максимальную помощь, которую можно оказать здесь, в этом месте. Там помощь не только там, продуктами, там еще чем-то, но и ремонтом. Глава Ингушетии встретился с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта в республике. Там есть определенные странички, где граждане могут зайти, создать личный кабинет и подать заявку на получение государственных услуг, которые оказывает МРЭО. Напомним, как действует портал госуслуг. Спокойнее и экономичнее. Автолюбителям на заметку. Каждое деревце именное, а за каждой плитой целая жизнь, отданная за мир и спокойствие в родной республике. Там, где клен шумит, а на гранитных плитах покоятся имена славных ребят. История аллеи памяти в нашем выпуске. В закрытом грунте там на 250 квадратов там одна ловушка используется. Белой бабочке, калифорнийской щитовки и восточной плодожорке придется несладко. Феромоновые ловушки для вредителей расставляют в КФХ. Желаю в этот день блаженства познать историков в душе. И чтоб раскопок совершенства достался первому тебе. Вот так поздравляют с Международным днем музеев. Расскажем о главном хранилище Ингушетии. Что вы знаете о родном крае? Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии встретился с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта в республике. Юнусбек Евкуров поздравил всех с наступлением священного месяца Рамадан и попросил быть особенно внимательными к проблемам жителей республики в этот месяц. Он сообщил присутствующим об оперативном штабе, который начал работу в правительстве региона. Именно туда, по его словам, будет стекаться вся информация о ЧП, аварийных ситуациях, сбоях подачи электроэнергии, воды и газа. По словам членов регионального ОНФ, по всем пунктам перечня общественных предложений, переданных руководителю региона, сейчас ведется работа по исполнению, а некоторые уже сняты с повестки. Общественники сегодня озвучили перед главой новые предложения и рекомендации. В частности, сопредседатель ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева рассказала о проекте «Народная карта доступности медпомощи», где они занимаются мониторингом доступности оказания медицинской помощи в небольших населенных пунктах и организацией работы ФАПов. Также на встрече обсудили вопросы строительства надземных и подземных переходов, пешеходных тротуаров, увеличения в городской среде зеленых зон. В 2018 году благоустроят 15 дворовых и 8 общественных территорий. В рамках проекта проводится мониторинг доступности оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью до 100 человек. Затем организация работы медицинских учреждений в населенных пунктах с численностью от 101 до 2000 человек, их доступность и подключение к сети интернет. И затем опрос жителей об удовлетворенности качеством оказываемой медицинской помощи в населенных пунктах с численностью до 2000 человек. Мы объявили, списки уже есть. Я еще раз сегодня их рассмотрю, сегодня-завтра. Мы будем оказывать помощь тем, где реально эта помощь нужна. По крайней мере, задумка такая. И тоже, если в зоне вашей ответственности эти люди будут попадать, с учетом того, что где-то нужна помощь, а власть их не увидела, тоже сигнал сюда подавайте, чтобы мы там оперативно вмешались и людям оказывать максимальную помощь, которую можно оказать здесь, в этом месте. Там помощь не только там, продуктами, там еще чем-то, но и ремонтом, другими действиями. Месяц Рамадан. Верующие больше времени проводят за молитвой, раздают милостыню. Сейчас есть прекрасная возможность пересмотреть свою жизнь, переосмыслить ценности, разобраться с накопившимся негативом. А полный отказ от воды и пищи от рассвета и до заката способен перестроить ваш организм и запустить необходимые процессы. Зарима Ивлоева о правильном рационе.
Все, что предписано мусульманину Всевышним Аллахом, должно идти человеку только на пользу, будь то духовное очищение или же состояние его здоровья. Пост предполагает отказ от еды в среднем на 15-16 часов в сутки. И если не соблюдать определенный порядок в приеме пищи, то организм может получить стресс. Особенно тяжело постящиеся переносят первые дни. Но врачи говорят, что это вполне нормальный процесс. Может быть такая симптоматика. Это слабость, головокружение, утомляемость, сонливость. Конечно, первые дни будет идти адаптация. Через несколько дней организм перестраивается. Всего в течение суток верующий должен совершить как минимум 2 приема пищи – сухур и ифтар. Это акты поклонения, к которым необходимо отнестись серьезнее, чем к обычному завтраку или ужину. Правильный подход к этой трапезе способствует выполнению поста. Наш пророк, мир ему и благословение Всевышнего, оставил четкое руководство того, как лучше поститься и разговляться. Современная медицина абсолютно поддерживает эти правила. Есть много рекомендаций. Это не обязательно должны быть рекомендации диетолога или специалиста в области питания. На этот счет есть даже много хадисов, которые могут подтвердить наши ученые-богословы. Это когда ты уже наступило время разговения, начал с фиников, немножко покушать фруктов и уже потом на усмотрение самого человека. Действительно, согласно религии, лучшая пища для ночного разговения – вода и финики. После азана на вечернюю молитву рекомендуется съесть несколько фиников и выпить немного воды. После этого желательно подождать минут 10, пока верующий совершает молитву, организм подготовится к основному приему пищи. И здесь главное помнить об умеренности, ведь переедание создаст чувство дискомфорта. Что надо принимать на вечерний прием пищи, то есть на ифтар? Это каши, это супы, которые сделаны на воде, то есть не на бульоне. Это кисломолочные продукты. Также можно выпить зеленый чай с сухофруктами. В еде стоит ограничить то, что вызывает жажду – жирную, жареную, копченую и соленую пищу, а также рыбу. Лучше также исключить и фастфуд – жареный картофель, бутерброды. На сладкое тоже налегать не стоит. Вместо торта и пирожных порадуйте себя финиками и сухофруктами. Мясо, которое переваривается несколько часов, есть медики не советуют. Диетологи также настоятельно не рекомендуют пить кофе, газированные напитки и крепкий черный чай. Это обезвоживание, человек может себя спасти. Это значит в вечерние часы больше употреблять жидкую пищу, жидкость, меньше ходить под солнцем, чтобы не было испарения жидкости, меньше делать физическую нагрузку. Для того, чтобы весь месяц поста вас не покидало чувство легкости, правила приема пищи нужно соблюдать и во время предрассветной трапезы. Сухур заряжает организм энергией для эффективной работы в течение первой половины дня. Утренний прием пищи. Начните с приема стакана воды и бросьте туда щепоточку соли, чуть-чуть. Для чего? Для того, чтобы не было в течение дня жажды. То есть соль будет удерживать воду, и чувство жажды у постящегося не будет возникать. В Ингушетии в месяц поста особой популярностью пользуется кукурузная мука, из которой готовят чурек, халву, галушки. В меню каждой хозяйки в Рамадан эти блюда на первом плане. Сытно и полезно. У нас 2 вида. С желтой кукурузы, жур и с белой. А также мы продаем это уже жареная кукуруза. Это уже как в готовом виде ее можно употреблять. Она очень полезна. Обычно с нее сыскал делают, кашу делают, желтой кукурузы. Вкуснее бывает каша, халтым йой. По-разному. Оладики сейчас стали делать, пирожочки с творогом. Разные блюда сейчас стали делать с нашей. Это самое, что не есть сейчас экологически чистый продукт. Следуйте вышеперечисленным советам, питайтесь правильно и в меру. И главное, помните, что пост – это не просто отказ от пищи, а возможность очиститься духовно. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.
Члены волонтерского клуба «Точка опоры», организованного при постоянном представительстве Республики Ингушетия, по случаю начала священного месяца Рамадан организовали благотворительную акцию для маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве. В настоящее время на лечении в 3 отделениях центра находится порядка 90 детей. Привезли памперсы, пеленки, влажные салфетки, настольные игры, развивающие игрушки. В священный месяц Рамадан все мусульмане стремятся совершать больше благих дел, и мы надеемся, что ингушская община в наших лицах смогла принести детям больше радости, сообщила руководитель волонтерского клуба, студентка 1-го МГМУ имени Сеченова Милана Рабханова. Вместе с Миланой и другими членами волонтерского клуба пациентов центра навестили помощник постпреда Идрис Газдеев и сотрудник отдела молодежной политики и общественных связей постпредства Энвер Катиев. Сегодня к нам приехали наши друзья из постоянного представительства Республики Ингушетия здесь, в Москве, в том числе ингушские студенты, замечательные ребята. И до сих пор сидят детки, занимаются, и все с эмоциями, и все смеются, и всем нравится, и все увлечены безмерно. Мы вам выражаем огромную благодарность. Приходите к нам как можно чаще. Волонтерский клуб при постпредстве Республики Ингушетия был организован в сентябре 2017 года. За это время члены клуба провели несколько акций. Выезжали в дома престарелых, детские дома, участвовали в благотворительной акции сдачи крови, раздавали садака для нуждающихся прихожан мечети. Минэкономразвития Ингушетии в этом году планирует увеличить число выявленных субъектов малого бизнеса на 30%. За прошлый год их число увеличилось на 13%. Сейчас в реестре находятся сведения о более чем 3700 субъектах малых и средних предприятий. Вместе с тем число лиц, осуществляющих их предпринимательскую деятельность в республике, гораздо больше. В ближайшее время Минэкономразвития региона планирует направить на проект соответствующее распоряжение. Зарегистрировать свое транспортное средство можно через сайт госуслуг. Процедура эта не хлопотная и экономная. Автовладелец, используя интернет-портал, при оформлении документов заплатит на 30% меньше. Более подробно расскажет Ната Ивлоева. Покупка новой машины – это не только приятные хлопоты. Постановка на учет, получение госномеров порой отнимают немало времени. Перед каждым автовладельцем стоит нелегкий выбор – томиться в очередях или заплатить. Десятки частных фирм предлагают регистрацию авто под ключ. Но есть и третий способ, который сбережет и время, и деньги, и нервы – интернет-портал. Заявление на регистрацию транспортного средства можно заполнить на сайте госуслуг. Значит, это портал, это место в интернете, где граждане могут оставить свои заявки на получение государственных услуг при разных направлениях. В частности, то, что касается МРЭО, чем мы занимаемся, регистрация транспорта и выдачи водительских удостоверений, там есть определенные странички, где граждане могут зайти, создать личный кабинет и подать заявку на получение государственных услуг, которые оказывает МРЭО, то есть регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений. При использовании интернет-портала автовладелец экономит не только время, но и деньги. При оплате госпошлины в использовании госуслуги всем гражданам предоставляется скидка 30%. С целью популяризации данного вида предоставления государственных услуг мы, допустим, и в личной беседе с гражданами, которые приходят к нам, обращаются, и также при встречах определенного направления с руководителями автошкол. Мы также и до их сведения доводим, чтобы они доводили до сведения тех лиц, которые обучаются в автошколах, о удобстве портала. Запись через госуслуги доступна уже больше года. Правда, пользуются этой возможностью далеко не все. Конечно, пройти регистрацию в портале госуслуг – это зависит от желания граждан. В первую очередь, эта программа разработана для удобства населения. Допустим, лица, которые регистрируются на сайте для оказания им государственной услуги в экзаменационном отделении, обслуживаются в первую очередь вне очереди, даже если здесь огромные очереди бывают, проходят без очереди. Как сказать, я думаю, это очень удобно для людей. Также у граждан при продаже транспортного средства часто возникает еще один вопрос. Как составить договор купли-продажи автомобиля? Но никакой сложности в этом нет. Этот договор граждане могут составить и сами. Соглашение пишется в простой письменной форме и обязательно указываются реквизиты транспортного средства. Заверять его в большинстве случаев не надо. То есть это не тот документ, который требует, допустим,
допустим, каких-то нотариальных вмешательств. Есть определенные моменты, когда нужно, допустим, нотариально, но в большинстве случаев он составляется в простой письменной форме на обыкновенном бланке бумаги. И даже если какие-то возникают там вопросы, в интернете в свободном доступе бланки этих договоров есть. Это только начало, уверяют разработчики сайта. В скором времени обещают новые скидки, но уже на другие услуги. Ната Илоева, Рахман Цуров, Новости 24. Благодаря реализации программы «Комфортная городская среда» в Сунже развивается инфраструктура. Благоустраиваются дворовые площадки, строятся социальные объекты. Но готовы ли горожане дорожить тем, что возводится? Судя по актам вандализма, в недавно обустроенном парке не все рады преображениям. Сюжет Заремы Ивлоевой. Комфортная городская среда – проект единороссов для жизни, благодаря которому по всей стране появляются новые аллеи и парки, парковочные стоянки и детские площадки. Горожане сами выбирают, что и где строить. Жители Сунжи приняли активное участие в выборе мест, которые нужно благоустроить в первую очередь. В топе общественных территорий, которые нужно преобразить по итогам голосования, Сунжинский пруд, площадь Асканова и центральная улица Комсомольская. Что касается последней, то скоро будет объявлен тендер и, наконец, начнутся работы. Дорога будет расширяться с обоих сторон по метру, то есть для потока транспорта, чтобы не было никаких пробок. Поэтому тендеры уже будет сниматься верхний слой, расширяться будет улица, здесь будут тротуары, все старые деревья здесь будут убраны, потому что они уже давно засохли. Здесь посадим мы вечно зеленые ели. По словам мэрии, все согласовано с народом, а на официальном сайте администрации города даже размещен будущий план этого района. Все, что портит эстетический вид улицы, будет убрано. Все самовольные пристройки снесены. Снесут также и старое здание районного РОВД, которое тоже порядком портило вид центра. Но что касается пересекающей Комсомольскую улица Асканова, то из нее сделают настоящий проспект, который украсят шаровидный клен и хвойные деревья. Вместо асфальта вдоль тротуаров положат брусчатку. Эта улица будет с обоих сторон закрыта, чистят только для пешеходных переходов. Здесь будет находиться всякие городские эти лотки по продаже мороженого, газированной воды, чтобы люди чувствовали заботу о себе. Здесь будет расположены у нас скамейки, урны, установлены ночные фонари типа пушкинских. И вся подземная коммуникация будет уведена под землю. Всего по проекту «Городская среда» Сунже выделено 16 миллионов рублей. Львиная доля, почти 12 из них, уйдет на благоустройство центра. По словам чиновников, городские власти делают все возможное, чтобы Сунжа соответствовала новому статусу. Но свой восторг преображением местные проявляют по-разному. Для примера заглянем в городской парк. Администрация города к празднованию 9 мая, значит, попытались здесь навести порядок, освещение сделали, ничего не было, ни скамеек, ничего. 8 мая все это было завершено, не прошло и 10 дней. Каждый стул исписан, испорчен. Такими темпами будет продолжаться. Через пару недель уже сесть места не будет. Тимур Цычоев родился и вырос в Сунже, поэтому новоиспеченного мэра до глубины души возмущают такие вандалистские настроения молодежи. Ведь оставить о себе память в родном городе можно более гуманными способами. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24. В Назрановской школе номер 1 детям рассказали, как и по каким причинам можно обратиться по телефону доверия. Также по всей России проходит онлайн-марафон, в котором участвуют психологи, эксперты. Но учащиеся первой школы не остались в стороне и тоже подключились к онлайн-трансляции. Все больше возрастает популярность психологической помощи, потому что она действительно нужна. Поэтому я считаю, что дети, чем раньше, тем лучше должны знать о том, что есть также такие люди, которые не мама, не папа, не брат, сестра, не друзья, но также человек, который действительно может тебе в чем-то помочь. Каждое из деревьев как символ чьей-то жизни. На мемориале памяти и славы в Насыркорте в 2013 году была заложена аллея памяти. Здесь увековечены имена бравых ингушей, мужчин, которые, не задумываясь, пожертвовали своими жизнями ради благополучия своего региона. Хади Добрива расскажет об этом. Когда просыпаюсь, у меня перед глазами он стоит и ночью, и днем.
Даже ни секунды нету у меня, перед глазами его нету. Он для меня живой сейчас. 14 лет минуло с момента гибели сына, но время не лечит раны, а боль не забывается, говорит Ася Нальгиева. В один миг она потеряла целый мир надежд. Сильный, умный Гирихан Нальгиев душой болел за свой народ. На аллее памяти погибших сотрудников среди 400 деревьев Ася сразу находит родное имя. Говорит, это дерево – половинка ее сына. Человек был очень добрый, хороший. Я даже соседи сейчас так, как сегодня его вспоминают. Нальгиев, Картоев, Местоев, Дмитриев, Кольцов. Перечислять можно долго. Стройные ряды деревьев с двух сторон обрамляют целый ансамбль памятников на мемориале. История аллеи памяти, олицетворяющая всех этих героев, можно сказать, одна на всех. Сотрудники музея частенько рассказывают ее только приезжим гостям и туристам, потому что жители республики знают ее наизусть. Ясень, клен, лиственница, липа. Живой памятник, как чаще называют жители аллею, украшают деревья самых разных пород. Но их здесь узнают вовсе не по названиям. Каждое деревце именное, а за каждой плитой целая жизнь, отданная за мир и спокойствие в родной республике. Аллею памяти заложили еще в 2013-м. Именные деревья тогда сажали всей республикой. А через год, 22 июня, к 10-й годовщине трагических событий в регионе, ее торжественно открыли. Инициатором идеи закладки аллеи памяти стал глава региона. Идею родственники погибших сотрудников поддержали с большим энтузиазмом. Семьям предоставили возможность ухаживать за своими саженцами. Пришли просто, посидели, вспомнили своего сына. Большое спасибо всем, кто здесь трудился, старался. Будем приходить, ухаживать, вспоминать. Пусть память о моем сыне здесь живет. Почему именно у нас? Потому что у нас место символическое. Мемориал памяти и славы стал уже местом, где представлены все основные страницы истории ингушского народа. Славные, трагические. Представлены все люди, которые так или иначе, но внесли значительный вклад в развитие и государства, и вообще в развитие ингушского народа. И поэтому именно здесь люди захотели, чтобы эта аллея все-таки появилась. За 4 года те саженцы заметно выросли, словно олицетворяя память о героях, которая крепнет из года в год, изо дня в день. Благодарность и уважение к подвигу каждого из них живет не только в сердцах родственников. На этих плитах нет имен близких или знакомых Макки, но каждая из них ей по-настоящему дорого. И у меня, и у наших сотрудников, я не знаю, близких родственников, конечно, этой аллеи не представлены. Но эти люди стали для нас, конечно, чем-то большим, чем просто какое-то имя или фамилия, выбитая на этой плите. Это люди, которых мы уважаем и чьим поступком, конечно же, мы не можем не гордиться. Для многих все самые важные события, которые отмечаются на мемориале, начинаются именно с этих рядов. Будь то 9 мая или 23 февраля. Родные, друзья, коллеги спешат к знакомым деревцам. Есть много погибших сотрудников, которые защищали нашу с вами жизнь от внутреннего врага, которые не дают спокойно жить и радоваться жизни, воспитывать таких красивых детей, как вы. Для педагогов без таких своеобразных уроков мужества невозможен воспитательный процесс. Здесь детей не только знакомят с национальными героями. На таких примерах их учат понимать, что самое главное в жизни. Далее Измайловой всего 6. Она многого еще не знает, но отлично понимает. Все эти люди были героями. Для них, как и для ее папы, важнее всего было, чтобы родные люди всегда улыбались. Они защитили нас от бандитов. Мой папа тоже защищает всех от бандитов. Папа военный, я тоже стану, когда большим военным. Ясное небо над головой, тишина и умиротворение, которое нарушает разве что веселый смех детей и безмятежные улыбки взрослых. Об этом мире они мечтали, и они его отстояли. Хади Добреева, Адам Далаков, Новости 24. Агрессорами могут быть не только бандиты с большой дороги, но и социальные явления, которые способны искалечить целое поколение, что называется, из-под тишка. О последствиях употребления наркотиков и вреде социальных сетей говорили в Назране, в Политехническом колледже на встрече с молодежью представителей духовенства, правоохранительных органов и местных муниципалитетов. Репортаж Жаридат Халухоевой.
Эйфория и неадекватное веселье, а затем странное оцепенение после употребления снадобий. От таких сомнительных привычек, к сожалению, готовы отказаться не все. Как молодежи избежать негативного влияния и опрометчивых поступков, чтобы в погоне за кайфом не стать в числе несчастных, которых засосало в трясину наркомании? Эту проблему разбирают сегодня работники Назрановской администрации со студентами политехнического колледжа, чтобы им даже любопытно не было увидеть кошмар сюрреалистической картины медленной смерти. Изда харам. Шефулил дотн хорсагоч замсага. Молох штейпн зволи. Голой замсаг окс. Ир шамцангер гош диалоч. Цен тейпн ценнаха чогалдыс. Из багдеш хоздуатжды. Сода знаркомания, лирика дал мягко дайвахилис. Зулум дечен, зулум ши отдцен. Сода ждат датс, шин пейт би ансам ди гертс. Со пейт хубатсен. Дал харам деш нягте. В наши дни наркомания стала болезнью незащищенного общества, а точнее самых слабых ее слоев. Если буквально в прошлом году тяжелые наркотики уступали аптечной наркомании, которая предпочтительнее посредствами доступнее, то теперь на первый план выходят синтетические наркотики. Лирика – это один препарат, а там уже за ним идут очень много таких же препаратов, которые также вредят нашей молодежи, также вредят здоровью нации, также влекут за собой огромные последствия. Лучший способ профилактики наркомании – изменение ситуации через формирование у молодежи нетерпимости к любым психоактивным веществам, считают собравшиеся. Внедрение привычек здорового образа жизни и поддержка стремлений к успешной самореализации у подрастающего поколения – самая действенная мера. Все мы знаем, да, сколько инфраструктуры, сколько спортивных объектов было создано в нашей республике в последние годы, в том числе в городе Назрань. Это замечательный дворец спорта, это замечательные стадионы, площадки для занятий воркаутом, в том числе и в вашем колледже была несколько лет назад установлена, да, такая площадка. По всей территории есть чем заняться, есть спортивные направления, есть общеобразовательные учреждения, где могут и учиться, где есть и рабочие места. Социальные сети – еще одна злободневная тема сегодняшней встречи. Бесспорно, всемирная паутина – большое техническое достижение, которое сулит много возможностей. Но вместе с ними приходит и много бед. Выкладывая различные фотографии или оставляя компрометирующие комментарии, пользователи сами становятся ее провокаторами. В соцсетях очень много людей шифруются под разными никами, пишут то, что никогда они не смогут сказать в лицо человеку. Некоторые люди из этого сделали целую специальность, целую работу сделали, занимаются этими писульками, так выражусь, да, грубовато. Но то же самое я хотел бы сказать, что и по соотношению религии, и по соотношению нашим обычаям, традициям не соответствует то, что многие люди творят в соцсетях. Сегодня для молодого поколения в республике созданы все условия для всестороннего его развития. Все, что требуется от них – учиться и соблюдать адаты народа и каноны ислама, не создавая проблем себе и своим семьям. И многие в этом зале это прекрасно понимают. ده الآن دوش تقشي ولا عم شح شنكورت بحب جوجا هم أصحاب مين سملا اشتاء زموها جميع جاتجا بقولا ديكش حمد على راه ديزوي. Все наше поведение молодежи, оно идет из дома. Если дома не объясняешь, что есть хорошо, что есть плохо, то уже с преподавателем в колледже, организатором и так далее, им будет гораздо сложнее это сделать. Цена за наркотики в итоге всегда жизнь, и выбор всегда за тобой. Именно это пытаются донести до подрастающего поколения организаторы встречи и призывают молодых людей быть бдительными и не становиться очередными жертвами пагубных привычек. Жирайдат Халухоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. В Совете Федерации предлагают усилить уголовную ответственность за нарушение пожарной безопасности. В период осенней сессии планируется подготовка предложений о перераспределении полномочий между исполнительными органами госвласти субъектов России и органами местного самоуправления. Сенаторы считают необходимым усилить уголовное наказание за нарушение мер пожарной безопасности, повлекшее смерть или тяжкий вред здоровью человека, и за уклонение от выполнения предписаний органов пожарного надзора, а также ввести фиксированный норматив численности пожарной службы из расчета 1 единицы личного состава на 650 человек населения.
Дадут бой вредоносным насекомым. Сотрудники Россельхознадзора уже готовятся к борьбе с вредителями. В ГУПах и тепличных хозяйствах вывешивают специальные феромоновые ловушки. Сезон вредителей еще не открыт. Сотрудники ежегодно загодя проводят фитосанитарные проверки. Репортаж Хади Добриевой. Вооружившись вот такими бумажными домиками, сотрудники Россельхознадзора направляются к теплицам, а их в КФХ Мальсагов больше десятка. Ловушки, предназначенные для вредителей, специалисты предусмотрительно обработали капсулами феромона. Внутри клейкая лента. Из феромоновой ловушки пойманное насекомое уже не вырвется. В закрытом грунте там на 250 квадратов там одна ловушка используется. А так как здесь около 500 щепток квадратов, мы будем использовать 2 ловушки в каждом в теплице. В хозяйстве выращивают томаты и огурцы разных сортов. По словам специалистов, самый опасный и, по сути, прожорливый вредитель для почти 300 видов овощей – томатная моль. В регионе она не зафиксирована, но гарантии в том, что не завезут с рассадой или продукцией, тоже нет. И сам Мальсагов такому визиту специалистов только рад. Он хорошо понимает, чем может обернуться для хозяйства появление такого непрошенного гостя. Томатной моли не было, пока еще была и есть белокрылка, боремся с ней, ну и разные бабочки и так далее. Если огурцы томатная моль может изрядно испортить, то от помидоров остаются одни стебли, говорят специалисты. Через 10 дней комиссия должна проверить все ловушки и заменить их на новые, а вкладыши отправят на анализ в Кабардино-Балкарский референтный центр. Специалисты уверяют, эти ловушки – лучшее средство борьбы с вредителями без применения химических ядов. Их вывешивают, как правило, за 10 дней до начала активности насекомых и жуков. И если на открытом грунте ловушки ставят, начиная с июня месяца, то в тепличных хозяйствах, как правило, намного раньше. Это связано с тем, что температура в тепличных павильонах не зависит от погодных условий, а значит и вредители могут появиться здесь заметно раньше. Если в КФХ Мальсагов специалисты намерены бороться с одним вредителем, то в ГУПе садовод расставляет феромонные ловушки сразу для 3 – американской белой бабочки, калифорнийской щитовки и восточной плодожорки. В саду в прошлом году были выявлены 2 последних. Территорию даже пришлось отвести под карантин. В этом году здесь вовремя провели обрезку деревьев. Таким образом борются с появлением щитовки, которая заражает деревья, начиная с макушки. Вот калифорнийская щитовка наносит вред самому дереву, потому что она впитывает сок, и дерево потихоньку погибает. А восточная плодожорка это повреждает плоды деревьев, потому что он теряет и товарный вид, и сам плод отпадает. Поэтому, чтобы вот этого не было, в свое время применялись все меры борьбы с этими вредителями, и чтобы мы знали, какое количество на 1 гектар находится самцов, вот мы проводим это обследование с помощью феромоновых ловушек. На этот раз ловушки рассчитывают по 1 на каждый гектар. При температуре выше 13 градусов начинается лед бабочки. Поэтому сейчас самое время расставлять феромонные домики. Что касается американской белой бабочки, то за последние годы в республике этого вредителя не выявлено. Но тем не менее ловушки специалисты будут ставить на всех этих вредителей. И везде. Кроме Назрановского района, сотрудники Россельхознадзора должны проверить КФХ, сады и ГУПы в Малгобекском. Хади Добриева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Культурно-исторические учреждения всего мира распахнули свои двери. Эрмитаж, Третьяковка, Лувр, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Прадо в Мадриде известны на весь мир. Но почти в каждом населенном пункте любой страны есть и свой кладезь, в котором хранятся артефакты, документы, ценные фото. Один из таких архивных храмов – Краеведческий музей Тугана Мальсагова, в котором полностью читается история нашего народа. Лейла Гайсанова продолжит тему. Считается, что именно через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Ценные памятники культуры хранятся в Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова. Здесь собраны свидетельства как древней истории ингушей, так и военного прошлого. Коллекция оружия, к примеру, старинные кремниевые ружья, кинжалы, пояса и нагрудники. Также предметы изобразительного искусства. Это наиболее интересные предметы фондов. Здесь уже работают отдел хранения, отдел научный, отдел археологии, отдел этнографии.
зал Великой Отечественной, духовный зал, зал государственности. И вот сегодня в наших фондах сосредоточено более 47 тысяч экспонатов. В 2013 году музей краеведения пополнился копией бронзового орла, которая максимально приближена к оригиналу. Она изготовлена в лаборатории реставрации драгоценных металлов Эрмитажа. Орел был найден в 19 веке в горном башенном комплексе Эрзи. На его шее выгравирована надпись на арабском языке. Она гласит: «Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного». По признанию специалистов, он по сей день привлекает внимание посетителей музея. Здесь каждый уголок уникален. Свое особое место занимает зал «Жизнь, отданная во славу Всевышнего и исламской религии». В основном материал в дар в музее передают жители региона, с которыми непрерывно ведется работа сотрудниками музея. Данная экспозиция является интерактивной, создана с целью показать на примерах жизни и общественной деятельности конкретных мусульманских лидеров и служителей прогрессивную, миротворческую и созидательную сущность ислама. Здесь, в этом зале, у нас представлены материалы и фотографии о духовных лидерах наших. Также на стенде «Паломники 19-20 веков» представлены материалы о наиболее известных и уважаемых священнослужителях, совершивших хадж в трудные времена. Сегодня в профессиональный праздник хранителей истории пришли поздравить учащиеся Гамурзиевской 16-й школы, подготовив для музейщиков свои стихотворения. Чтобы все задумки воплотить сумели и свой подход к работе сберегли. Желаю в этот день блаженства, познать историка в душе, и чтоб раскопок совершенства достался первому тебе. Многое живо вам благодаря, хранителей древнейшей старины, ценителей музейной тишины. Поздравить с Днем музеев мы хотим. Музей бесспорно всем необходим. Инициатором праздника стала Роза Измайлова, которая решила порадовать своих коллег и немного отвлечь от ежедневной рутины. Я хочу поблагодарить этих детей, которые сегодня пришли к нам, поздравили нас. И также хочу поздравить всех своих коллег. Поздравляю вас с Днем музея. Желаю вам успешной работы в культурной области нашего общества. Желаю, чтобы новый день принес вам улыбки, и вы каждый день были счастливее. В этот день многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для посетителей совершенно бесплатно. Исключением не стал и музей краеведения. В настоящее время более 20 тысяч храмов истории отмечают этот праздник. Уникальная возможность прикоснуться и духовно, и физически к экспонатам культуры и истории предоставится жителям Ингушетии 19 мая. В республике пройдет Ночь музеев. До 10 часов вечера двери музеев будут открыты для жителей и гостей нашей республики. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев. Новости 24. 19 мая на Поклонной горе пройдет традиционный вечер Ингушетии в рамках культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана». Почетными гостями мероприятия станут глава республики Юнусбек Евкуров и главный муфтий России Равиль Гайнудин. В нем также примут участие представители Духовного управления мусульман Москвы, Совета муфтиев страны, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и представители правительства Москвы. Гостей праздничного вечера ожидает ужин, ифтар с блюдами ингушской кухни и насыщенная культурно-просветительская программа. В нее войдет чтение сур священного Корана, медиаролики об Ингушетии, викторина, лазерное шоу и фольклорный ингушский обряд с участием народных артистов республики. Мир не без добрых людей. В Доме культуры Малгобека прошел отчетный концерт по поводу благотворительной помощи, оказанной дочерней компании «Ингушнефть» Центру развития детского творчества и юношества и детской художественной школы. О том, как подготовились воспитанники к приезду благотворителей, расскажет наш корреспондент. Тебе она нравится, сынок? Но она красивая, но она маленькая и не зеленая. Воспитанники детского дома творчества не раз выступали перед зрителями, так что волнение и страхи для них давно в прошлом. К примеру, Раяна Евлоева, игравшая маму Жабу в сценке «Дюймовочка», как и на всех концертах, всегда радуется полному залу зрителей. Мне понравилось, как выступали другие девочки. Я хочу поблагодарить всех зрителей этого мероприятия, что у них была возможность приехать и посмотреть на наше мероприятие. Танцы, песни
Песни, сценки – все это, не ограничивая себя в пространстве, благодаря беспроводным микрофонам на замену старым. Дети с легкостью могут оказаться в любой точке зала, что они могли себе позволить совсем недавно. Все это благодаря одной из дочерних компаний «Роснефть», которая оказала им большую финансовую помощь в покупке новой современной техники. У нас 2 головных микрофона, 2 ручных микрофона и ноутбук. Вот это то, что мы... Я не думаю, что это вот последняя наша такая, вернее, их хорошая миссия в нашей жизни. И я думаю, что мы с ними сотрудничать будем, и они нам помогать будут. Я в этом более чем уверена. На мероприятии присутствовали и представители самой компании. За все время существования «Ингушнефть» ежегодно делает такие щедрые подарки многим некоммерческим организациям республики. И вот таких вот некоммерческих организаций, их еще, они на протяжении 5 лет, этот список можно продолжать и дальше. Программа на 2019 год у нас тоже составлена. Сейчас вот мы оформляем эти проекты и думаем, что на следующий год тоже можем обрадовать наших и ребят, и различные другие программы. После выступления взгляды присутствующих приковывают живописные картины различных жанров, написанные юными талантами детской художественной школы. Многие узнали свои любимые места в родном городе воинской славы. Наш городской сквер, там всегда очень много людей. Я туда тоже очень люблю ходить. Видно, что это река и очень красиво, потому что ночь, вечер, сразу видно, что это рисовали с душой. Внимание привлекают и не совсем обычные металлические мольберты, которые также приобрели при поддержке дочерней компании «Ингушнефть». Для художественной школы, которая функционирует в этом ДК около 40 лет, 10 из которых ею руководит один из первых ее выпускников – Батыр Каштоев. По его словам, нехватка красок, акварели, ватманов и других принадлежностей уже в прошлом, так же, как и громоздкие мольберты, занимающие много места. Это учебный процесс, и поэтому дети рисуют, их не испачкать невозможно. Даже профессиональному художнику, у кого стоит мольберт, он позже бывает весь в красках. Без этого не бывает. Это в процессе работы. Поэтому для выставки обязательно нужно вот такие вот удобные вещи, которые мы можем переносить. Вытягиваем, выдвигаем, ставим. Очень удобно. Потом собираем. Чехол и ложим. Обеспеченные всем необходимым для творчества, воспитанникам остается только окунуться в мир искусства и музыки. Рина Сычева, Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.